история. О, вообще четко. 16 плюс. Только рабочая зона вот этого снимается. Музычка у тебя вообще тут четко. Четко. Завтра маленькую треногу куплю. Вот сюда на угол ставить, чтобы тебе не мешать. Она улетит, у меня там постоянно баночки падают. Тогда, значит, проще с тобой так сидеть. Но боюсь, у меня с ногами тогда Ее будет. тут надо фиксировать. Там у меня постоянно баночки падают. Ребят, всем привет, кто подключается. Сейчас к тебе подключу. Ладно, все, пока-пока. Давай, пока. Счастливо. Друзья, в прямом эфире у нас на ремонте Nokia. Connecting people. Вещание идет прямо с рабочего места мастера Сергея Анатольевича, между прочим. Вот, другое дело. Сергей Анатольевич, в чем была проблема данного аппарата? Он умер. А Сергей Анатольевич его воскресил. Это уже нас 6 человек смотрит. Ребят, дайте обратную связь, как вам прямая трансляция. Нет, как говорится, прекраснее несколько вещей, да, как горит огонь, как бежит вода, и смотреть, как работает другой человек. Да. Звуковой фон нам пока прекратился. Алло. Так, пока Сергей Анатольевич у нас поговорит по телефону, отключим микрофон. Какой Redmi 9?
Так, и снова мы вернулись. Ловким движением руки Сергей Анатольевич нанес клей для того, чтобы установить на место дисплей. Ну давайте, друзья, у нас уже почти 30 человек собралось. Поставьте хоть пару лайков нам. Мы стараемся для вас. Контент в прямом эфире делаем. Кстати, вы можете задавать вопросы по поводу ремонта техники, андроидов, айфонов, а также покупки БУ и новой техники, ноутбуков, смартфонов. Тоже с радостью проконсультируем. Резинки закрепляются на смартфоне для того, чтобы клей, соответственно, набрал прочности и дисплей никуда не двигался. Для этого это делается. Следующий аппарат у нас какой? Infinix. Infinix. Положили его немножко погреться в банке. Тот вот аппарат, который вот там вот вы видите, это как это называется правильно? Я забыл, как называется правильно. Сепаратор, да. Он нагревает смартфон до нужной температуры, чтобы можно было отклеить дисплей и добраться до внутренностей смартфона. Спасибо за... О, Ромео Ромулу получилось. Да, спасибо за лайк. Да, телефон сделан. Вот сейчас переходим к следующему. Между прочим, Сергей Анатольевич такой профессиональный опыт. О, сколько лет уже? Столько не живут. Вот столько не живут. Ну, больше 10 ведь, да? Больше 10 опыт. Собственно, пока там один аппарат греется, второй вот уже проходит Вот диагностику. каждый раз можно удивиться. Да. Да. Вот что тут засунул. Ну вот, давай покажем прям тут. Друзья, угадайте, что вот здесь. Там должны быть наушники. Да, но за место разъема от наушников там что-то непонятное. Непонятно. И не пластик, и не заглушка, и не клей, и не грязь. Загадка черной дыры. Загадка. Друзья, напоминаю, что мы находимся в городе Ижевск. Принимаем аппараты со всей Удмуртии и не только. Из отдаленных регионов РФ тоже можно принять посылочкой с ДЭКом и Почтой России. А в Ижевске мы находимся по адресу Красноармейская, 133, сервисный центр «Час пик». Подписывайтесь на наш канал. Обязательно подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ссылка активная в шапке YouTube канала. У нас там скоро розыгрыш, мы будем разыгрывать прошки вторые. Поэтому залетайте на огонек. Мне кажется, это топ-контент. Еще никто в прямом эфире не делал ремонт телефонов. Друзья, напишите, что вы по этому поводу думаете. Напишите вообще, как слышно, как видно, не громко ли музыка, слышно ли меня вообще.
Дайте обратную связь. Вот, настройки чата есть еще. Майор сырного мира, привет. Привет тебе, майор. У тебя шикарный ник. Настроение отличное. Как минимум после того, как прочитал ваш ник, прям улыбнулся. Как ваше? Ох, что YouTube нам страйк кинет, скажет. Радиорекорд. Мое хорошо, это замечательно. Мы вот тут ремонтируем смартфоны. Да, буквально где-то минут, может, 10 мы вышли как прямой эфир. Один телефон уже отремонтировали, вот пришли к следующему. Infinix на очереди. А вообще в YouTube мы с декабря доросли до 2070 подписчиков за это время. Вот у нас уже больше 30 человек. Мне очень интересно смотреть, как кто-то что-то чинит. Спасибо за обратную связь. Для этого мы и здесь. А сами, если не секрет, с какого города? Чтобы понимать, какая аудитория нас смотрит. Хорошо, хорошо. Да, хорошо, приносите. У нас нет обеда. До 7. Ага, хорошо, ждем. До свидания. Так, майор сырного мира. Салават, а ты с какого? Мы город Ижевск. Это Удмуртская республика. Помнишь, приносили нам какой-то Realme кружку проклеивать из марта-апреля магазина? Потом еще раз приносили. Вот еще раз приносили. Я думаю, тогда надо на мощный клей садить, чтобы было четко. Сейчас просто нет возможности посмотреть, насколько это далеко, но я думаю, что не особо далеко.
Загуглите расстояние Салават-Ижевск, и вам покажет. У меня просто сейчас с телефона трансляция идет. Чиллаут заиграл. Это уже у нас кто? А это у нас техно. Это уже у нас техно на очереди подошел. Нет, просто этот разряжен, пока заряжается, делаем другой. Вот она, мультизадачность. После отклеивания крышечка зачищается от старого клея, дабы в последующем приклеилась без всяких неровностей. Друзья, всем привет, кто подключается. А мне, если плюсануть 20, вот столько мне лет. Конкретно я, который говорящий закадровый голос. 4-й месяц. А вот Сергей Анатольевич, который, собственно, руки, чьи вы видите, он уже, говорю, тут больше 10 лет. Нет, нет. Есть еще мастер Илья, который отвечает у нас за ремонт компьютеров, ноутбуков. Есть еще Евгений. Есть еще много кого еще есть. GIS-фан. О, сегодня что-то новенькое. Да, сегодня тестируем GIS новый формат. Ремонт в прямом эфире. Посмотрим, как этот формат зайдет людям. Если что, друзья, это наш модератор подключился. Мастерская есть, в принципе, у нас в шорсах можно посмотреть. Сейчас просто телефон установлен на кронштейне и не хотелось бы его откреплять. С каким диагнозом пришел данный клиент? Видите, оба? Да. Оба с дисплеем. Да, это оба с дисплеями аппарата. Что Infinix, что Tecno. Нет, уже давным-давно никто не учится. Уже давным-давно все научились.
Но касаясь ремонта телефонов, нет предела совершенства. Выходят новые модели, новые прошивки, новые дефекты, поэтому тут всегда есть чему учиться. А касаясь основного образования, естественно, все уже отучились. Где найти похожие кисточки? Можно, в принципе, заказать у нас. А можно найти в любом магазине, который продает, как сказать-то, Zip. Леруа Мерлен. Ну вот. Сергей Анатольевич подсказывает, что Леруа Мерлен. И ножницы, да? И ножницы. Да, мы занимаемся восстановлением ПО. Согласен, да, зубной щеткой не камильфо. Как минимум не эстетично. Александр, вы хотели сходить купить дисплей? Попозже? Это у нас на какой? На Honor. Бумажечка от него где? Вместе с телефоном. Так, что-то идет не так. Вот это, да? Где второй дисплей? Вот первый дисплей, второй дисплей. Отходил подальше. Это на ривне, это на инфинит. Убираем, ставим ривне. Мощно. Четко. А если есть проблема с дисплеем, то вы можете его перепрошить? У меня была такая проблема просто. Какая модель телефона и какая проблема? Опишите подробнее. А Либертусы до 6 или до 7? До 7. Ты же смотрел уже историю про то, как ограбили поезд? А? Нет, что была она уже. Вот заодно мы выясним, что засунули в разъем.
Колпачок от иголки. Это вот такое я еще впервые встречаю. Саша, помнишь? В телефоне что-то было засунуто. Да. Что же это было? Я предполагаю, что это колпачок от иголки. Да. Для чего он там, непонятно, конечно. Вот у нас и находка образовалась. Возможно, это люди засунули, чтобы не попадала грязь. Вроде как Затычка. затычка. Интересно, интересно. Так, вопрос на засыпку. Что произойдет с планшетом, если его долгое время не включать? По срокам полгода, год. Да и вообще с любой техникой. Произойдет, как это называется-то, сонный паралич батарейки. Она уйдет в защиту. Да, она уйдет в защиту, ее нужно, так скажем, толкнуть, то есть телефон разобрать и дать импульс электричества, соответственно, потом зарядить. Через обычную зарядку это не произойдет, то есть нужно обязательно разбирать телефон. Поэтому гаджеты на такое долгое время без зарядки оставлять нельзя, любые. Благодарю за вопрос. Так, не мешай мастеру смотреть фильмы с культовыми персонажами. Там какие-то фильмы, да? Так, находка в качестве чехла для AUX. Там тоже работает YouTube. Да. Так, у меня в играх, когда я начал идти и стрелять, кнопка передвижения сделала, и я только стрелял и стоял на месте. Вместе они не фиксировались. Модель Realme C21Y. О, друг мой, так мы же знаем, что у тебя такое. Это у тебя, в принципе, такой вот своеобразный дефект. Там человек приходил вот точно с такой же проблемой, как у тебя, и точно с таким же телефоном. Прошивка не помогает. Да, ни прошивка не помогает, ни замена дисплея на другой, даже на новый дисплей. В смысле? Замена дисплея только там помогла. Поменяли, да, другую ревизию дисплея надо поставить. Да, нужно другую ревизию дисплея, то бишь дисплеи производят разные производители, масло масляное, конечно, говорю. И одни производители, условно говоря, дефект сохраняется, а от других, когда ставишь, дефект исчезает. Поэтому тут только поможет методом, как говорится, перебора. Брать два дисплея новых разных производителей, подкидывать и смотреть, на котором этого дефекта не будет. Но это вот такой вот странный глюк именно на Realme C21Y. Друзья, мы отключимся буквально на пару минут и вернемся. По техническим причинам, естественно.